Меня зовут Камила, мне 25 лет. В общем, в один день мы как-то собрались. Нас всего там основателей было 3 человека, собрались, и возникла идея организовать группу, где будет собран определенный возрастной контингент. В принципе, ничего не меняется, идея та же самая, что и есть, просто возраст там, от 18 до 35, чтобы это включало в себя понятие молодежь, вот, и двигаться в этом направлении именно вот в этих возрастных рамках. Если говорить об идее, в принципе, можно сказать о том, что мы планируем также проводить свои мероприятия. Вот мы провели уже 2 раза каток, мы ходили, собирались смотреть 8-ю серию «Слово пацана» вместе в антикафе. Потом мы как раз собирались здесь с Робертом Гараевым. Нам собралось около 100 человек и больше хотело, но было ограничение по количеству, потому что уже люди не помещались. Интересно было бы, так как группа все равно набирает количество людей, понятно, что с каким-то, по истечению времени нужно будет это все как-то регулировать, качество, дальше тематики разные, общения и так далее. И хотелось бы услышать какую-то обратную связь, если представители или те, кто входит в группу, есть, хотелось бы услышать какие-то пожелания и, возможно, рекомендации даже лично от людей, которые находятся в ней. Живое общение очень активное, на самом деле, в группе, да, потому что там плюс 600 сообщений каждые 5 минут. Я сама, честно, бывает не успеваю, потому что вот у меня в задачу входит, в частности, контролировать, кто заходит в группу, и я, бывает, порой сама не успеваю это все контролировать. Вот. Мы планируем дальше много мероприятий, такие как, например, вот новогодние, так как идут, мало людей, которые остались в Москве, вот даже сейчас сделали опросник по поводу того, кто зайдет в штаб, не зайдет, людей не так много. Но после праздников планируем квест, собраться вместе, сходить на квест, возможно, организовать 2 команды, потому что есть ограничения по количеству людей, но есть там, допустим, квесты на большее количество человек. Вот. Потом в дальнейшем тоже планируются другие мероприятия, есть праздники, которые, думаю, тоже в дальнейшем будем вместе отмечать. Потихоньку формируем какой-то костяк людей, есть более активные люди, которых мы также можем как-то привлечь именно к административной той же работе, то есть каждому дать какую-то обязанность. Показатель того, что живое общение в самой группе идет вот настолько активно, это говорит о том, что людям, которые находятся примерно плюс-минус в одной возрастной категории, легче общаться друг с другом. Хотела сказать, да, большое спасибо за то, что создали эту группу, потому что действительно была проблема, что я вошла в возрастную категорию, которая уже не совсем студенты, но еще и не для рэхэта. Вот. И да, действительно была потребность в такой группе. Большое спасибо, что вы ее создали, и что вы следите за базовыми правилами, что чистите какие-то ругательства, споры, которые там происходят. У меня вопрос. Эта группа была создана исключительно для общения или есть какие-то цели по популяризации культуры? Характер группы носит, я так бы сказала, культурно-просветительский, но и развлекательный в том числе, потому что мы будем вместе собираться. Ну, это все сделано для того, чтобы мы также вместе сплочались, не как-то не разъединялись с другими людьми, но просто людям комфортнее в определенной возрастной категории, и все. В принципе, в плане того, чтобы там люди также могут... Вот я, допустим, я ходила и в штаб, ходила и к студентам, ходила и на рэхэт, и я понимаю то, что когда ты был и там, и там, и там, и там, чего-то между, вот как раз, как ты говоришь о том, что ты перерос уже студентов, но не дорос еще до рэхэта. Вы думаете, что рэхэт это 35 плюс? Да? Нет, на самом деле там все почти, вот кто старички, 35 плюс. И все в основном уже парами еще плюс к тому. У многих уже образовались семьи, у некоторых есть дети. Студенты это слишком, кто-то минус, кто-то плюс, все равно, как бы, они все равно в категорию 18 плюс входят. В плане организации мероприятий и так далее, все носит тот же самый характер, культурно-просветительский, то есть то же самое. То есть цель та же самая в плане объединения. И так как вот людям в категории молодежь проще находить общий язык, легче знакомиться друг с другом бывает. Да, говорят о том, что обмениваться опытом там с другим поколением можно, да, но все-таки общий язык находим мы ближе с теми, с кем у нас больше интересов, с кем мы примерно плюс-минус на одном уровне, и поэтому я думаю, что такой костяк, он будет закрепляться намного лучше.
У нас было там 3 человека-основателя, и сейчас мы потихоньку набираем людей. Вот там есть один человек, который ведет Инстаграм. Вот там привлекаем людей, которые, допустим, Рената, она там будет фотографировать, допустим. Есть люди, которые там отвечают за темы общения, поддержание активности. И вот в дальнейшем мы планируем расширяться, потому что на самом деле делегирование, оно нужно, и функционал очень большой. И когда большое количество людей, а там 560 человек, не хватает людей для того, чтобы все это продумать. И как раз-таки вот эта тема в плане того, чтобы было какое-то развитие и дальше, она имеет значение, потому что я считаю то, что как бы все от потребностей людей самих. Вот вы говорите о том, что можно провести кулинарный мастер-класс национальной кухни, да? Это вообще отличная идея, и я думаю, то, что каждый может предлагать эту идею, и мы будем реализовывать все. В принципе, каждый, кто находится в группе, может предложить любую идею, которую можно реализовать, а мы просто поможем, поддержим и так далее. Либо можно вступить в команду, обсуждать это все в общем совете, который формируется, и мы будем уже эту идею представлять как общую и выдавать ее вот так вот в массу. Смотрела именно вот группу, и она очень похожа иногда на вот большую флудилку Рахеты. Мне кажется, что, ну правда. И, то есть там 900 сообщений, но по факту это как бы там просто общаются люди, причем там общаются все время, ну как бы одни и те же персонажи. Вот, может быть, вводить какие-то темы, либо сделать различные, я не знаю, подтемы, ну потому что там бывает обычная флудилка именно, как у вас день прошел. Ну то есть я, допустим, прихожу поздно вечером, ну реально, как бы все просто это пролистывают. И просто мне даже лично непонятно, как бы, что с этим делать, потому что хорошо бы, ну, диалог действительно направлять в какую-то, я не знаю, более важную сторону, то есть действительно, как Самира сказала, там, разговаривать о культуре или о чем-то еще, а не о том, как у 500 человек прошел день. Так как это приняло какое-то очень быстрое развитие, мы еще не успеваем все регулировать, поэтому и расширяемся. Вот. Если... Просьба, пожалуйста, Да? делайте под темы. Все. Ну, на самом деле, вот я говорю, мы думали насчет того, чтобы сделать как у Рахета. Думаю, на своем опыте, когда Телеграм вообще, в принципе, обновился, и я увидела, допустим, вот эти подтемы, я такая думаю, ну все, вот понеслась. Одна группа есть, еще 150 вот так вот параллельно. Не знаю, комфортно, некомфортно кому-то будет. Думаю, можно сделать голосование на крайний случай. Там, помню, было как-то вопрос того, чтобы... Как людям знакомиться друг с другом? Вот приходили они, допустим, в штаб и говорили, мы друг друга никто не знаем. Вот я тоже хотела бы услышать, как лучше, в каком формате организовать для вас знакомство друг с другом. В Рахете есть такая же тема, как анкеты. То есть человек там по пунктам заполняет небольшую анкету о себе. Но кому-то не хочется, конечно, о себе рассказывать, кому-то хочется это сделать в формате живого общения. Как бы вам было удобно? Можно в форме какой-нибудь конкурса игры людей. Ну, тогда получается на каком-то мероприятии. Или в самом чате. Ну, можно разные конкурсные знакомства посмотреть. И элементарно в штабе, как вот мы в сентябре буквально когда собирались, все встаем и представляемся. Это, наверное, глупо, когда 100 плюс человек, а вот когда уже большие компании, мне кажется, ну, вполне реалистично. Ну, смотрите, я с вами согласен в том плане, что, наверное, не очень интересно слышать то, как прошел у всех день, но мы сами в том числе формируем среду, в которой мы живем, да, вы можете сами задать тему. Я думаю, это будет интересно, если, допустим, кто-то будет какое-то предложение какие-то выступать в чате, типа, я хочу обсудить тему машин, я хочу обсудить тему браков, я хочу обсудить тему разводов. Вот сегодня же тоже мы пришли к какому-то обсуждению там по поводу количества мужчин и женщин. Поэтому не ждите, вы тоже можете сами задавать, и я думаю, люди будут с радостью писать. В этом на самом деле плюс живого общения, потому что вот если вы зададите тему, люди будут поддерживать и развивать ее как-то. Также, допустим, когда мы бросаем какую-то идею, она имеет людей, которые нас поддержат, либо людей, которым, допустим, эта идея будет не близка. Вот когда создается общественная организация, да, когда, Камила, вот здесь собирались 10-15 человек, наверное, да, и не могли найти людей, чтобы в мафию поиграть 6-7 лет назад. И вдруг вот это вот, значит, очень хорошо, что там был такой Руслан у нас, значит, Курмакаев, и вот как-то сейчас в мафии 600 человек, по-моему, даже в землетрясении или дождь, они все равно в среду собираются, как кто-то здесь сказал, уже переженились и все такое, значит, такой же коллектив образовался. Вот это называется удачный проект. Да? Удачный проект, потому что в общественной жизни невозможно прогнозировать
общественной организации, ее течение, так сказать, да. Если, например, кто-то говорит, делайте так, делайте так, делайте так. Вот я в комсомоле раньше работал, когда нам что-то сверху заставляли нас делать, у нас это обычно не получалось. А когда инициатива вот от людей, оно вот как в данной ситуации у вас, значит, ну что ж, очень хорошее начало, очень хорошее. Вот совет какой, значит, вот я подобные организации встретил в Ижевске полгода назад. И они сначала создали вот эту общественную организацию, и потом при общественной организации они создали бизнес-клуб. Вот, например, у вас такое все в среднем возрасте, чтобы в бизнесе помогали друг другу, может, какие-то совместные бизнес-проекты, да. Это, во-первых, все равно вам не обойтись в будущем без финансовой какой-то подпитки, да. Какой-то бизнес-клуб, клуб в клубе получается. Вот, может быть, про это продумать какой-то, значит, раз. Потом, но все равно у вас же цели, задачи, мы про это не говорим открытым текстом, да, но мы все понимаем, что очень важная проблема – это ассимиляция, так ведь? Вот все-таки у вас группа татарская, будем говорить, да, у вас татары со всей России, так ведь? Вот, и поэтому это один из способов общения, ассимиляции, что-то, это ведь тоже, наверное, в какой-то степени здесь в этом что-то есть, вот в этом общении. И потом, может быть, вот я же говорил вам, какой-то вот совет, наверное, какой-то нужен, потому что, вот, например, есть у нас студенческая группа, а есть группа председателей, да, например, вот так. Вот даже вот эту вот студенческую группу, Яшляр Якшамбиса, 4-й год, да, когда мы ее создавали, мы тоже думаем, ну как так? Первокурсники, неужели они будут собираться, да? Мы их всегда, всю жизнь, все 25 лет мы первокурсников собираем, мы их ищем, мы их создаем, мы их собираем. Но так, чтобы их отдельно собирать, вот первый, второй курс, например, тоже 4 года назад мы думали, пойдет, не пойдет это. А вот сейчас же, слава богу, вот каждое воскресенье первый, второй курс, например, вся молодежь друг друга приводит. Это же кто вот на первый курс пришел учиться и пришел к нам в штаб, сразу столько знакомых у него. Вот для первокурсников это очень важно, например. Поэтому как-то уж вам думать в поиске что-то такое, то, что, например, мы готовы во всех ваших начинаниях вас поддержать.